Здравствуйте. В эфире «Чегемская правда». С момента последней передачи прошло чуть меньше месяца. Тем не менее, произошли достаточно серьезные события. Минюст России, в частности, меня, вашего покорного слугу, внесло в реестр иностранных агентов. То есть, я не знаю, наверное, они считают меня агентом Абхазии. И если с этой точки зрения смотреть, мне даже как-то даже приятно. Ну, в общем-то, сейчас не обо мне речь идет, а вообще о каких-то тенденциях. Дело в том, что после меня еще изидучане и Нисфаршва тоже таким же образом внесли в реестр иностранных агентов. Ну, помимо этого у нас как бы в декабре и в январе российского гражданства были лишены Кан Кварча, депутат парламента нашего, и герой Абхазии Ливан Микха. Многим абхазам из диаспоры как бы въезд в Россию запрещен, то есть это тоже как-то официально это сделано было. В общем, мы поговорим об этой ситуации. Кроме того, сейчас уже выборы прошли, новый президент, формируется новая команда. Мы, естественно, будем говорить и о российско-абхазских отношениях, которые, в общем-то, сейчас тоже какую-то редакцию проходят. И, естественно, мы об этом будем говорить с нашим постоянным политическим экспертом Астамуром Таня. Астамур, добрый день. Здравствуй. Но как вообще, по-твоему, вообще вот эта ситуация? Мне кажется, эта ситуация разгонялась там, допустим, при прошлой власти, при президентстве Аслана Бжани и же с ним его командой, и его кураторами, там, которые тогда были в лице Дмитрия Козака, да, в администрации президента России. Но сейчас вот как-то это не очень выглядит, да, в силу того, что как-то поменялось, да, вот пришел новый куратор, новый президент, и, в общем-то, как-то не совсем естественно это все смотрится. Выборы прошли, в конце концов. Ну, будем надеяться, что вот эти все решения – это инерция, вызванная деятельностью предыдущей абхазской власти. Вот. Потому что если подходить к этим решениям с точки зрения долгосрочных интересов взаимодействия Абхазии и России, то ничего хорошего это не несет в силу хотя бы характеристик нашего общества. Вот. Потому что если таким образом стигматизировать каких-то активных участников общественного процесса, это, несомненно, будет создавать внутриполитическую напряженность. Вот. Выводить политический процесс может вывести публичный процесс из какой-то публичной конструктивной сферы совершенно в другие отрасли. Вот. И потом, в силу того, что абхазское общество связано массой всяких, порой невидимых для наружных наблюдателей связей, это создает в целом такую вот атмосферу недоверия, напряженности, которая никогда не было во взаимоотношениях между Россией и Абхазией. Вот. Потому что даже когда у нас шли острые внутриполитические споры, как правило, тема России, ее какой-то вовлеченности во внутриполитический процесс, она не возникала. Мне кажется, что в это должны сделать выводы те, кто сейчас занимаются абхазским направлением в российском руководстве. Вот. Какие-то определенные надежды внушает, потому что какие-то шаги были сделаны в ходе выборного процесса, вот правильные шаги, которые позволили сохранить все в
рамках закона, стабильности, так, чтобы общество признало результаты этих выборов. Вот, потому что была угроза того, что мы скатимся в совершенно непредсказуемые какие-то ситуации. Вот. Очевидно, что российско-абхазским отношениям необходим апгрейд. Вот. Должно прийти понимание, что, несмотря на то, что Абхазия – это фактически государство, находящееся под покровительством России, под ее патронажем, вот. Проще говоря, протекторат России. Вот. Но абхазский национальный проект, он предполагает самостоятельное существование, он так формировался исторически. Самостоятельное существование, да, в тесном отношениях с Россией, но с возможностью в рамках своих политических традиций решать собственный вопрос. У нас есть сформировавшаяся политическая традиция, в рамках которой входит, допустим, возможность открыто высказывать свое мнение по тем или иным вопросам. У нас власть не сакрализирована. Она в таком маленьком обществе, она не может находиться где-то там на Олимпе, чтобы до нее трудно было достучаться. Была вот попытка построить забор между обществом и государственными структурами. Ничего хорошего это для нашей власти не принесло. Вот. Надеюсь, что этот опыт больше никто не будет повторять. То есть сейчас, мне кажется, и в интересах новой абхазской власти, ей нужно показать, что она новая действительно власть, а не продолжатель того, что было до этого. Вот. Если в ее интересах эти вопросы, во-первых, решать, во-вторых, нужно об этой проблеме публично высказывать свое мнение. Да, мне кажется, вот это важный тезис, который ты обозначил, что новая власть должна быть новой властью, именно а не продолжателем прошлой, потому что шлейф прошлой власти был катастрофическим для Абхазии, ну, по крайней мере, вот, по моим оценкам. И то, что, допустим, вот происходило с этими лишением гражданства, там, с объявлением иноагентов. Ну, прости, извини, перебью на секунду. Даже адепты прошлой власти в ходе этих выборов, они высказывались негативно по ряду этих шагов. Вот это говорит, что и даже среди ярых сторонников, вернее, тех людей, которые себя позиционировали в качестве ярых сторонников ушедшего президента, среди них было тоже недовольство его шагами. Просто они его как-то не могли реализовать. Но были эти шаги. Вообще это странно, когда Абхазия и Россия – это все-таки союзные, дружественные государства, очень тесно связанные друг с другом. И я просто уверен, если бы отсюда встречного какого-то движения не было бы в ту сторону, то есть в сторону того, что возьмите вот эти люди нам мешают, и как бы вам нужно что-то с ними сделать, то есть в отношении, там, я не знаю, того же Кана Кварча, Ливана Мика, там, журналистов и так далее, то если бы вот этого движения не было бы, никогда Россия, наверное, не объявила бы граждан дружественной Абхазии, да, иностранными агентами. То есть, если в самой Абхазии к ним официально никаких претензий нет. То есть, это звучит как-то достаточно как бы несуразно, когда в твоей стране ничего не происходит, то есть, все нормально, ты нормальный, добропорядочный гражданин, а вдруг в дружественной стране к тебе такие какие-то вот претензии политического характера. Вот, допустим, если эту ситуацию трансформировать на российско-белорусские отношения, то там может быть, да, люди, которые там выступают против там Лукашенко там и так далее, они, к ним есть претензии там в Беларуси, и к ним могут быть претензии там в той же России, да, условно говоря. Но
если как бы гражданин Белоруссии, там, да, к нему у белорусского государства претензий нет, я не думаю, что когда-нибудь они могут вот такого рода политические претензии, а вот лишение гражданства и там статус иноагента, это, я считаю, политическое такое решение. Но никогда бы, наверное, по отношению там, к белорусам не было бы. Но если бы как бы вот это встречное движение было бы там со стороны Лукашенко, хотя Лукашенко я вообще даже представить не могу, чтобы Лукашенко там попросил бы там Москву там решить вопрос их граждан, да, как каким-то образом наказать. То есть, если Лукашенко наказывал, то он наказывал, исходя из белорусских законов. Я думаю, что, скорее всего, ты прав, и инициатива отсюда исходила. Вот. Потому что не думаю, что эта деятельность наших активистов, пусть то журналисты, политические, она как-то вредила интересам России. Это только через призму интересов нашей предыдущей власти рассматривалось, скорее всего, можно предположить. Но как рассматривать вообще с точки зрения абхазского законодательства вообще вот такого рода деяния, когда ты идешь, грубо говоря, не грубо говоря, а в общем-то стучишь на своих граждан? Ну, то есть ты наделенный человек властью. Ну, я не думаю, что все описывается законодательством именно. Да. И кроме законодательства, наверное, есть и другие какие-то способы оценки деятельности человека. Вот. Я думаю, что абхазским обществом это в целом осуждается. Но, наверное, ты сам понял, когда тебе присвоили этот статус иноагента, тебе же очень многие люди звонили, прям открыто оказывали поддержку. Вот. Потому что люди понимают, что было сделано что-то несправедливое. Вот. Надо восстанавливать справедливость. Я думаю, что это будет способствовать только повышению не только авторитетов нашей власти, но и ее возможности управлять страной, которая находится в непростой ситуации. В непростой ситуации и по внутриполитическим причинам, и вообще исходя из контекста внешнего, который нас окружает. Вот. В такой ситуации общество должно понимать, что власть действует в общенациональных интересах. Поэтому от этого наследия надо избавляться. Но я уже, наверное, хотел бы плавно вернуться к другой теме. Да, там, понятно, это на наследие там, команды там, Бжани там, и так далее. Вот это все инерционное такое движение. Но почему нынешняя власть, которая вот сейчас формируется, она никак не реагировала вот на такого рода официально никак не сейчас я на этот вопрос ответить не могу. Оставим его пока риторическим. Конечно, я считаю, должна. Потому что власть должна, это же все-таки, власть носит публичный характер. Вот, поскольку она избирается, во-первых, нашим народом, вот, она должна публично озвучивать свою позицию. Или сказать, это правильно было сделано, или неправильно. Какие мы шаги будем, если неправильно, предпринимать. Вот. Но вообще сейчас мы наблюдаем какое-то вообще затишье, и не только во властном лагере, где, наверное, сейчас идет там подбор кадров. Да. У нас это почему-то занимает очень долгое время. Консультации, наверное, какие-то идут. Вот. И на оппозиционном фланге полное затишье, что тоже, на мой взгляд, очень странно. То есть политикой в Абхазии, так же, как и в любой другой стране, нужно заниматься не от случая к случаю, от выборов к выборам, а на постоянной основе продвигать какие-то идеи, программы, бороться за их реализацию, не обязательно быть у власти. Вот. Пока на этом фланге мы тоже ничего не наблюдаем, привлекающий интерес. Было заявление от Гура Ардзема о том, что будет создана единая политическая организация. Кстати, по этому поводу я во всяком случае не слышал, чтобы высказались лидеры организаций, которые, предполагается, в эту организацию войдут. Никаких комментариев, ничего не слышно.
это вообще не свойственно абхазской политической культуре. У нас, вы же понимаете, что сколько 42% проголосовало за оппозицию, 2% проголосовало против всех. Это значительная часть нашего электората. Вот, оставим в стороне, насколько эти все проценты справедливы или нет, тем не менее, 44% – это очень значительная доля нашего электората. То есть в обществе существует большое недовольство. С этим недовольством надо разбираться, наверное. Работать, канализировать в какое-то русло, чтобы решались проблемы застарелые, чтобы мы государством наконец становились, а не, не знаю, каким-то клубом. Вот. Этим надо заниматься, это не задача не только власти, это задача и оппозиционных сил. Поэтому будем ждать, надеемся, недолго придется ждать, когда в публичной сфере что-то будет происходить по инициативе обеих сторон. Или еще какая-то сторона появится, не знаю, на нашем политическом пространстве. Пока не видно, но может быть. Ну, я вот заметил одну особенность. У нас новоизбранный президент, да, то есть выборы прошли 1 марта, сейчас уже почти середина апреля, да, инаугурация состоялась. Но вот такой какой-то публичности все-таки у него маловато, да, но пока его можно увидеть только как президента хороших новостей. Где-то что-то там что-то открывают или еще что-то там, да, знаешь, вот по каким-то вызовам, которые у нас в Абхазии достаточно часто происходят, какие-то, да, экстремальные ситуации, вот какой-то реакции нет абсолютно. То есть власть, как будто бы ее не существует. Слушай, а может это признак нашего полного благополучия? В Швейцарии тоже как будто власть не существует, такое ощущение. Нет, в Швейцарии... Ну, во всяком случае, жители не всегда знают, кто президент. Ну, у них меняется поезда ходят секунда в секунду остановок. А у нас не ходят вообще. Расписание. У нас не ходят. Никаких тоже не ходят. Но при этом достаточно много было видно нового куратора Абхазии Сергея Кириенко. В отличие от своего предшественника Дмитрия Козака, который... Я не помню, сколько лет Козак курировал Астамар. Это не помню. Ну, лет 5 точно. Я не знаю. Да, но по крайней мере, такое ощущение, что лет 5 курировал, но он так и ни разу не появился в Абхазии, кстати, за все эти годы. А Кириенко уже вот за короткий срок, он уже как бы объездил, такое чувство, всю Абхазию. То есть он и даже в моем родном Хапе побывал, то есть в Хуарчале побывал, в Ачимчирах, в Гаграх, там везде. Он местный уроженец. Да. Я думаю, что у него есть действительно такое искреннее желание показать и сделать что-то хорошее для своей малой родины. Я думаю, такая хорошая амбиция у него есть. Ну, да. Потом он известен как такой качественный политтехнолог. Вот. Я думаю, что ну и качественный менеджер на разных направлениях, где он не работал. Вот. Этим он был известен. Я думаю, что у него есть желание проявить себя и на абхазском направлении тоже. Это двойная здесь эмоциональная часть, думаю. И административная часть тоже присутствует. Вот. Надеюсь, он будет драйвером каких-то хороших изменений в Абхазии тоже. Но у меня ощущение, что он взялся как-то комплексно за Абхазию. Там речь идет не только там о социальной, экономической группе вопросов, да, но и вообще он как-то пытается разобраться. Такое чувство, что он поставил цель все-таки стабилизировать внутриполитическую ситуацию в Абхазии. И мне кажется, что какие-то кадровые вещи, акценты именно проставил он. То есть то, что вот сейчас пока назначен только премьер-министром Владимир Делба, но... Ну, может, это, наверное, происходит смена поколенческая тоже. Ну,
смена поколенческая, она всегда у нас происходила все-таки в зависимости от каких-то центров политической силы. А эти центры политической силы, они у нас были известны, да, там влияние там, тех или иных фигур, которые уже давно находятся на этом политическом поле. А сейчас, в общем-то, слухи, не слухи, но вот как бы вот эта кулуарная информация, что там, допустим, не будет там во власти ни в какой должности, там ни Александр Анкваб, что Сергей Шамбо уходит, Аслан Бжания, тот же, который на что-то претендовал, тоже не будет, что не будет теперь уже бывшего министра экономики. Кристины Озган, там, то есть многих таких фигур, которых не будет. Ну вот сейчас эти телеграм-каналы, ряд телеграм-каналов сообщают, что и в силовом блоке тоже будут изменения, да, то есть, но крупные фигуры, вот типа Александра Анкваб, которого подвинуть очень было невозможно, да, то есть я не думаю, что как бы человек, который считается, собственно говоря, фактически наставником нынешнего президента Бадры Гумба, человек, который привел Бадру Гумба в свое правительство когда-то, потом уже сделал референтом, потом как бы он стал министром культуры и так далее. И, в общем-то, Бадра Гумба всегда, как бы, условно говоря, считался человеком из команды Александра Анкваб. Да? И тот же Александр Анкваб возглавлял избирательный штаб Бадры Гумба. И, естественно, наверняка на что-то он рассчитывал. Да? И вот так отодвинуть его, я не думаю, что это вот как бы, если бы все это происходило бы вот как прежде, вот здесь решали внутриполитические элиты, да, кто кому какое кресло достанется, кто на что будет влиять, наверное, Александра Анкваб было бы невозможно отодвинуть. Ну, во-первых, время идет, люди не молодеют, это естественная смена поколений происходит. Вот. Людям из разных поколений порой трудно вместе работать. Вот. Даже ментально. Это правильно, когда рано и поздно привычные фигуры, хочется, чтобы они в здравии уходили, конечно, не из поста в мир иной, вот, а в здравии могли пожить для себя, для своих семей, вот, вне абхазского активного политикума. Вот. Это, по-моему, это нормально. Вот. Что касается Александра Золотинского Анкваб, ну, в общем, я думаю, он свою роль сыграл. Вот, на самом деле, автором нынешнего государства, его архитектор, является Александр Золотинцевич Анкваб. Вот того государства, которое ассоциировалось с национально-освободительным движением, с именем нашего первого президента, может, кому-то больно это будет слушать, но оно уже ушло в такую сферу, скорее, мифологическую. На самом деле мы имеем сейчас государство и политическую элиту, сформированные, там могут быть люди, которые по-разному относятся к фигуре Анкваб, но это все сформировано Александром Анкваб. Естественно, это государство является правопреемником, скорее, Абхазской АССР. Вот. Такое мемориально-этнографическое по форме и такое местечково-криминальное по сути. Вот, к сожалению. Вот. Надеюсь, ну это тоже, понимаешь, на голом месте же не возникает это все. Это соответствует, наверное, уровню нашего общественного развития. Соответствовало. Но то, что эти фигуры уходят, ну они тоже добились каких-то результатов. Этот механизм работал и работает до настоящего такого, до настоящего момента. Но мне кажется, что мы уже как-то выросли из этого состояния.
Хочется на это надеяться. Я вот с тобой, Астамур, согласен, опять же, то, что мы ушли от тех представлений абхазского государства, которые были там при Владиславе, пришли к другому абхазскому государству. Я не знаю, там, насколько это можно назвать как бы суверенным государством, да, вот это образование. Оно действительно, это очевидно, да, и то, что, допустим, Александр Анкваб сейчас отодвинули, и многих отодвинули, да, причем... Может, он сам ушел, мы же не знаем. Отошел в сторону. Но я просто вспоминаю, как раньше происходила смена тех или иных чиновников, крупных чиновников в советское время, да, решением партии, правительства, да, там кого-то снимали, заявляли о том, что освобожден, или вот там мы говорили уж в связи с уходом на пенсию. Хотя многие уходили в достаточно таком еще работоспособном состоянии, официально их уходили, но тем не менее вот такая формулировка существовала в связи с переходом на другую работу. И сейчас такое ощущение, что у нас вот такое же время, да, нам спустили откуда-то сверху, да, там директиву с какого-то ЦК КПСС в связи с уходом на пенсию, да, того же Александра Анкваба, потому что, в общем-то, все спокойно восприняли, и мы уже понимаем, что многие вещи не мы уже решаем здесь. Наверное, я вообще был за обновление. Вот это мы давно застряли. Должны были обновить наш политический как бы политическую составляющую вот этих наших команд. Давно должны были заняться обновлением, потому что одни и те же люди у нас 20-25 лет находятся, и никак они нас к какому-то светлому будущему не могут привести. У нас кризис за кризисом. Себя привели к светлому? Да, нет, себя привели. Но мы должны были как бы обновить вот это новое поколение, привести политиков, у которых, может быть, что-то получилось бы, да. А сейчас кризис за кризисом. И мы, в принципе, сейчас тот же, условно говоря, Кириенко делает то, что мы должны, собственно говоря, сделать. Но это всегда так. Если то, что не делаешь ты, делают за тебя. Да, то есть мы в реальности... Я, прости, перебиваю. Если бы не советская власть, абхазцы бы в школу не пошли. Это понятно. Это понятно, но когда мы уже через войну, через создание своего государства, да, конституцию приняли, там блокаду пережили, выстраивали эти институты этого государства и потом уже как бы перешли в другую ипостась, да, в другое восприятие этого государства, то привычка осталась. Да, привычка осталась, да. И сейчас мы находимся в стадии, в реальности это называется, да, вот сейчас идет формирование правительства, что греха таить, наверное, каждая фигура, каждый министерский пост, каждая кандидатура рассматривается не только здесь, она согласуется там и... Ну, я с тобой не знаю, я не знаю. Ну, я думаю, так, пусть это будет мое предположение. Но это то, к чему мы... Это как, знаешь, кролики... Никогда не ели цветной капусты, но знали, что она где-то существует, да. Где-то существует. Но, тем не менее, есть такое впечатление, что мы перешли в режим внешнего управления. Наша элита и наше государство перешло в этот режим внешнего управления. Возможно, может быть, это с точки зрения какого-то результата, ожидания результата, может быть, и хорошо. Если мы самостоятельно не можем как бы вот эти задачи решить, то есть, в принципе, мы можем, но нет, из-за каких-то личных амбиций мы этого не можем сделать. Сейчас, наверное, вот как бы новое правительство, оно у нас будет такое технократическим, да, люди, которые не имеют с минимум политических амбиций, но при этом исполнительные, работоспособны, заточенные на решение какого-то результата. Красные технократы нужны действительно. Вот. Потому что у нас
масса проблем, по городу пройдешь, иногда боишься ноги сломать, если вечером идешь по городу. Чиновники ездят на гигантских джипах ценой, не знаю, в один какой-то спортивный объект среднего уровня, а по городу ходить невозможно. Вот. Это, конечно, технократические задачи обязательно нужно решать. Но в то же время нельзя забывать, что это абхазское государство. Если оно существует, прежде всего для того, чтобы сохранился наш народ. И чтобы у него были возможности для развития. Поэтому такие сферы, как модернизация образования, чтобы это не Филькина грамота была, культура тоже. Я вот сказал, что это мемориально-этнографическая такая форма. Вот. В такой форме нация существовать не может. Нация – это творческий процесс. Она должна творить свою судьбу. Вот. Поэтому эти сферы у нас совсем, кстати, очень долгие годы в забросе были. По остаточному принципу все было. И в сфере абхазского языка, и демография. Все говорят про демографию. Мы как были вымирающим народом, так и вряд ли мы в лучшее состояние пришли за последние 20 лет. Вот. Поэтому эти задачи необходимо, конечно, решать. Необходимо восстанавливать, естественно, наши связи с диаспорой. Эти связи с диаспорой, они были полезны и российским интересам. Потому что формировали на территории Турции, Сирии, там, где наша диаспора проживает, а там достаточно есть влиятельные люди, такое доброе отношение к России, которая выступает в качестве защитника Абхазии. Вот. Этот дискурс там существовал. Боюсь, что вот последние события могли этому повредить. Этим вопросом тоже необходимо заниматься. Это нужно и нам, и российской стороне. Конечно, прежде всего нам нужно сохранять эти отношения с нашими соотечественниками. Вот. Но заниматься надо снятием вот этой напряженности, которая у нас на межнациональной почве может возникнуть и внутри. Это мы уже говорили, обсуждали. Потому что всегда есть такое легко всегда свалить с больной головы на здоровую. Наши проблемы это прежде всего порождены абхазской правящей, не армянской, не русской, а именно абхазской правящей элитой. Потому что в Абхазии, как ни крути, уже долгие годы существует этнократия. Вот. Значит, и поскольку это этнократия очевидная, значит, проблемы-то надо искать в ней, не в этих людях, которые осуществляют наш политический менеджмент на разных направлениях. В нас самих. Вот, нам нужно делать так, чтобы по этим параметрам наше было общество единое. Я против единообразия, чтобы единомыслие, это вредно. Но есть какие-то базовые ценности, которые объединяют нацию. В данном случае, я говорю, нам нужно следующий этап выходить, на следующий этап, на этап гражданской нации, которая не только на этнических каких-то базируется вещах. Естественно, там абхазская компонента должна присутствовать. И в виде языка, в виде каких-то культурных ценностей. Это очень большая задача. У нас, кстати, хорошая молодежь, вот, которая закончила вузы, там старше 20 лет, их надо привлекать к решению этих задач. Не сразу министрами назначать, это может голову скружить и помешать даже дальнейшей работе человека. Надо обкатать эти кадры, молодые кадры, посмотреть, чтобы они реальные задачи решали. У них желание есть. У них вообще фон другой, они другому. У нас мы привыкли в последнее время, что люди преклонного возраста нами управляют. У них совершенно другие амбиции, другие желания. Они, наконец, поспать дольше хотят. Вот эту молодежь надо включать в абхазский политический процесс. Потому что они последние годы, они у нас на обочине. Одни и те же люди у нас все время в верхах были. Это очень вредно. Это делает, мы говорили это,
превращает молодежь в инфантильную. Она как бы доверяет старшему поколению. Это в наши обычаи тоже способствует, когда ритуально нужно старших вперед пропускать. Но в государственной жизни, политической жизни это не всегда полезно. Далеко не всегда полезно. Вот. Нам нужно переходить вот к новым формам отношений, к более линейным, что отражает развивающееся общество от застойного, которое повторяет одни и те же все время модели поведения, перенимая их у старших и вот прокручивая без каких-то существенных изменений. Так в современном мире выжить невозможно. Так можно только резервацию построить, но эту резервацию кто-то должен будет кормить, потому что сама она не выживет. Вот. Очень сложные задачи. Я думаю, что нынешние власти, в силу своих, не знаю, возраста хотя бы, должны вот такие амбиции иметь. Мы очень много говорили вообще до этого о необходимости реформ, в том числе и конституционной, реформы системы управления страной. И сейчас вот есть какая-то, наверное, надежда, наверное, что вот сейчас что-то реально может получиться. То есть у нас мы все время говорили, но, в общем-то, авось был и ныне там. Ну, если мы не хотим дальнейшего вот этого сохранения порочного круга, власть должна учитывать, что, во-первых, должны осознавать, что их приход к власти – это не совсем их заслуга, и что доверие общества, оно не на высоком уровне к действующей власти. Нужно завоевывать это доверие, авторитет. Вот, потому что никто же никуда уезжать не собирается. Мы все хотим, и когда люди уходят с постов, они хотят жить, растить детей здесь, внуков в нашей стране, чтобы когда эта власть сменится, чтобы она оставила по себе благодарную память. Это раз. И два, чтобы на следующий этап, на следующую ступеньку мы вышли. Кое-кто не остается, уезжает. Ну, этих людей меньшинство, кстати. Большинство остается здесь. Хорошо, я на этом, наверное, буду закругляться. И все еще правительство только формируется. Я надеюсь, когда оно уже будет оно сформировано, когда будет понятна структура этого правительства, когда в тезисах будут обозначены какие-то первоначальные задачи, которые будут стоять перед этим правительством. Мы, наверное, опять вернемся к этой теме. А сегодня мы говорили об иноагентах, говорили о российско-абхазских отношениях, говорили о новой власти, которая не хотелось бы, чтобы она была продолжением старой власти. В общем, в гостях у нас был Астамур Таня. Астамур, большое спасибо. До свидания, до новых встреч.